Приветствую вас в студии на открытом воздухе. В эфире программа Ice News и я, ее ведущая Сарглана Неустроева. Сегодня в эфире. Полумарафон в шерстяных носках пробежала якутская спортсменка. Уникальную технологию на основе искусственного разума разработал якутянин Николай Апрасимов. В Мирнинском районе активно ведется подготовка к летней детской оздоровительной кампании. Уникальный русско-эвенкийский переводчик Аяна разработал якутянин Николай Апрасимов. Технология основана на искусственном интеллекте и может не только переводить, но и рассказать интересные факты, объяснить правила языка, пошутить, спеть или прочитать сказку. По словам разработчика, алгоритм, который был использован в Аяне, позволяет кастомизировать абсолютно любые языки. Нужны лишь время и системная поддержка. Таким образом, проект дает шанс на возрождение языка и его сохранение. На сегодняшний день это единственное приложение подобного рода, а его создатели уже оформляют патент. На федеральной трассе Колыма компанией «Арбуз» устанавливаются пункты связи и обогрева. В 2019 году компания с проектом «Гермес» стала победителем стартап-экспедиции, а в 2020 стала первым резидентом Сколково в Магаданской области. Проект предназначен для труднодоступных районов с отрицательными температурами и агрессивной окружающей средой. Он включает в себя продукты с инновационными техническими решениями. При этом за 3 года работы было более 100 случаев спасения людей. В планах реализация проекта «Гермес» и в других регионах Дальнего Востока. В настоящее время компания запустила в пилотном режиме автономную базовую станцию сотовой связи, которая сможет обеспечить связь уже в радиусе 60 километров. В Мирнинском районе активно ведется подготовка к летней детской оздоровительной кампании. Один из старейших и крупных детских лагерей Якутии «Орленок» уже готов к летнему сезону. В этом году решено организовать работу в 4 смены, а количество дней сократить до 14. В отрядах будет по 15 человек. Отдыхать в лагере будут дети со всего Мирнинского района, а также с села Верхневилюйск. В качестве вожатых будут работать студенты и выпускники педагогического вуза Новосибирска. Мы планируем в этом году открыть 18 лагерей с дневным пребыванием, с общим охватом 2100 детей в 3 сезона и 9 лагерей труда и отдыха с общим охватом за 3 сезона 510 детей. Прием детей в летнее оздоровительное учреждение будет осуществляться на основании медицинского заключения и также со справкой об отсутствии контакта в течение 21 дня с инфекционными больными. Также есть такое требование, как проведение большую часть мероприятий на свежем воздухе. И летние лагеря сейчас пишут свои программы с учетом данного требования. Мирнинский садовник первой городской школы создала в учебном учреждении оранжерею. Теперь это излюбленное место для учеников. Более того, ребята охотно помогают ухаживать за растениями. Светлана Балеева посетила оранжерею под школьной крышей. Полина Афанасьевна – хозяйка оранжереи первой городской школы. По образованию педагог, учитель начальных классов, по призванию садовод. Работает в школе с 2016 года садовником. Устраиваясь на работу, женщине была поставлена одна задача – возродить яблоневый сад, который находится на территории учебного заведения. Ну а так как зимой тоже садовники чем заняться на полставки, поэтому вот решили сделать оранжерею. В оранжерее у нас растут многолетние комнатные растения. Здесь есть все – от обычной комнатной герани до экзотического фикуса. Вся эта красота, конечно, требует ухода. Ежедневно Полина Афанасьевна протирает каждый листок, убирает отмершие ветки, поливает только снеговой водой. По словам садовода, именно она заряжает растения силой и красотой. Принести воду, поднести землю для пересадки растений, полить – во всем этом садоводу помогают ученики. Прихожу в свободное время, когда зовут, за цветами ухаживаю, поливаю их. Какие-то росточки я отрываю, чтобы в хорошем состоянии были.
Повыше к свету и теплу в лотках стоят саженцы цветов, которые с наступлением тепла будут высажены в школьном дворе в клумбы. Кроме этого, в школе есть, в школьном саду там овощной отдел, ну, так как, ну и там тоже сажаем разные цветы. Надо сказать, что сад совместными усилиями Полины Афанасьевны и ребят восстановили, а его ряды ежегодно пополняются новыми видами деревьев и кустарников. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. 65 тысяч километров и 43 страны за спиной итальянского велосипедиста. Лоренцо Бароне в эти выходные добрался до полярного круга на двухколесном велосипеде. В свое первое одиночное путешествие мужчина отправился в 18 лет. В кармане на тот момент было всего 400 евро. Его путь 8 тысяч километров проходил через Францию и Испанию в Португалию. Пробыл в пути неделю, тогда потрясающее чувство свободы охватило его, и он решил не останавливаться на достигнутом. Разработал новые маршруты: Исландия, Памир, Гималаи. Жизнь людей в Индии, Марокко, Сахара больше всего запомнились Лоренцо. В сутки велосипедист проходит около 80 километров, ночует в палатке, несмотря на погоду. Достигнув полярного круга, Лоренцо отправился в Оленёкский район. Сейчас, можно сказать, уже не зима. Прошлой зимой я путешествовал из Магадана в Якутск на велосипеде в январе и феврале. Это был экстрим, потому что было минус 45, минус 50. Сейчас я хочу достигнуть Юринхаи, но, в общем-то, уже не зима, но все равно это будет замечательный опыт. Спортсменка из Алдана Светлана Хамидуллина пробежала полумарафон в шерстяных носках. На необычный забег ее вдохновили жители Финляндии, которые в период пандемии возродили эту традицию, сделав ее популярной. Полумарафон занял 2,5 часа, при этом женщина отмечает эффект массажа при таком беге и не отрицает его целебные свойства. О прогнозе погоды на ближайшие сутки. Сегодня в Якутске преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха 0 плюс 2 градусов. На территории республики небольшой кратковременный снег. Ветер умеренный. Температура воздуха 2 апреля ночью минус 12, минус 17 градусов. Днем минус 2, минус 7. 3 апреля ночью минус 18, минус 23. Днем минус 5, минус 10. На западе и севере ночью минус 20, минус 25, местами минус 30, минус 35, днем минус 8, минус 13 градусов. На юге и юго-западе 3 апреля синоптики прогнозируют минус 4 плюс 1. Это были все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До встречи.